Здравствуйте! Сегодня вновь о самых важных событиях уходящей недели расскажем в информационном выпуске «События недели» на Галмедиа. С вами Аманда Пония и коротко о главном. Делегация Республики Абхазия приняла участие в первой Всемирной общественной ассамблее «Новый мир осознанного единства». 3 дня в режиме чрезвычайных ситуаций. В результате крупной аварии на головном сооружении магистрального водовода ГАЛ остался без водоснабжения. За одну ночь по поручению главы государства работники Галского УГХ совместно со специалистами ОКС Республики восстановили подачу воды в ГАЛ. «27 сентября президент Абхазии Бадра Гунба поздравил граждан Абхазии с днем освобождения города Сухум. А 30 сентября во всех городах и районах Абхазии пройдут памятные мероприятия в честь Дня Победы и Независимости. В их числе церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы в Сухуме, военный парад в столице, прохождение колонн Бессмертного полка, возложение цветов к мемориалу первого президента Владислава Ардзинба в селе Нижняя Шира Сухумского района и к мемориалу второго президента Сергея Багапш в селе Джгярда Очимчирского района. План мероприятий на 30 сентября 2025 года, посвященный 32-й годовщине Дня Победы и Независимости Республики Абхазия в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов, утвержденный главой администрации Гатского района Константином Пиля. Главнокомандующий вооруженными силами Республики Абхазия Бадра Гунба по итогам инструкторско-методических занятий дал указания по подготовке и проведению двусторонних оперативно-тактических учений с группировками войск «Восток» и «Запад». Организационные вопросы, связанные с проведением предстоящих оперативно-тактических учений, обсудил после завершения инструкторско-методических занятий главнокомандующий вооруженными силами Абхазии Бадра Гунба с министром обороны Владимиром Ануа, его заместителями и начальником Генштаба Владимиром Савченко. В совещании также участвовал руководитель администрации президента Беслан Эшба. Глава государства подчеркнул необходимость максимально ответственного подхода к подготовке и проведению этих мероприятий. Отдельное внимание было уделено состоянию вооруженных сил, уровню их боеготовности, вопросам материально-технического обеспечения и другим ключевым направлениям деятельности армии. По итогам совещания главнокомандующий вооруженных сил Республики Абхазия дал руководству Минобороны ряд поручений, касающихся повышения уровня боевой подготовки, совершенствования системы управления войсками, а также обеспечения воинских частей всем необходимым для успешного выполнения поставленных задач. Делегация Республики Абхазия приняла участие в первой Всемирной общественной ассамблее «Новый мир осознанного единства», которая проходила 20 и 21 сентября в Центре международной торговли российской столицы. Глава администрации Гатского района Константин Пиля представил здесь презентацию проекта Международного детского и молодежного центра отдыха и образования «Амра». Слово Тейбасария. Желаю вам вдохновляющей работы, смелых людей, настоящего диалога.
Первая Всемирная общественная ассамблея «Новый мир осознанного единства» состоялась 20-21 сентября 2025 года в Москве в Центре международной торговли. Ее проведение было приурочено к Международному дню мира. Подтверждена международная поддержка ассамблеи со стороны участников из более чем 150 стран, включая страны Евразии, Африки и Латинской Америки. Продолжаются переговоры с международными организациями, включая интеграционные объединения и Альянс цивилизаций ООН. На площадке ассамблеи делегаты и спикеры делились опытом ведения бизнеса и его международного расширения, делились новыми идеями и проектами, которые несут в себе социально-культурную перспективу. В ассамблее приняли участие выдающиеся общественные деятели, представители международных, межправительственных и неправительственных организаций, включая ООН, ЮНЕСКО, ШОС, БРИКС, АСЕАН и других международных организаций. В числе участников политики, дипломаты, ученые, эксперты в области образования, культуры, молодежные лидеры, спортсмены, космонавты, предприниматели, представители мировых и традиционных религий, а также ведущих мировых СМИ. Организатор – Ассамблея народов мира при участии дирекции Всемирного общественного саммита. Всем очень большое спасибо за то, что вы все приехали сюда, к нам, на нашу ассамблею. Я позволю себе высказать мысль, которая не входила в планы открытия нашего сегодняшнего дня. А давайте, я предлагаю, после окончания работы, двухдневного цикла нашей работы, все те, кто зарегистрировались в качестве участников нашей ассамблеи, станут членами этой организации. Если кто-то откажется, пусть откажется. Главная идея ассамблеи – поиск нового формата гуманитарного взаимодействия, где акцент делается не на конфронтацию и противостояние, а на диалог, сотрудничество и объединение усилий ради мира и развития. Участники подчеркивали, осознанное единство должно стать не только моральным выбором человечества, но и практическим инструментом международных отношений. Особое внимание на форуме привлекла делегация из Абхазии. В состав делегации Республики Абхазия вошли глава администрации Галского района Константин Пилья, игумен Игнатий Киут, директор Галмедиа Тея Аршба, Астамур Адлиба, Ирина Гвинджия и Давид Чхеидзе. Абхазскую делегацию на полях Всемирной общественной ассамблеи встречали член Высшего консультативного совета Ассамблеи народов мира Аслан Бжания и руководитель представительства Ассамблеи народов мира в Республике Абхазия Астамур Ахсалба. Этот вектор стал определяющим для диалога на площадках стратегического партнерства ряда интеграционных объединений, молодежного и медиафорума, а также ляжет в основу бизнес-форума. Так, глава администрации Галского района Константин Пилья представил масштабный проект Международного детского и молодежного центра отдыха и образования «Амра». Он подробно рассказал о перспективах строительства оздоровительно-образовательного лагеря на базе Галского водохранилища, который займет территорию площадью 96 гектаров и потребует инвестиций порядка 17 миллиардов рублей. Дамы и господа, уважаемые коллеги, организаторы и участники Всемирной общественной ассамблеи. В первую очередь хотел бы поприветствовать вас и поблагодарить за приглашение. Для меня огромная честь выступать перед вами на этой высокой трибуне и представить от Республики Абхазия уникальный проект Международного детского и молодежного центра отдыха и образования «Амра». В рамках стратегии развития межгосударственных отношений между Российской Федерацией и Республикой Абхазия предлагается к рассмотрению проект создания в республике социально-культурного кластера с участием российских инвесторов и операторов. Он располагается в Галском районе Республики Абхазия. Общая площадь представленных проекта 96 гектаров. Состоит из 3 фаз. Первая фаза – это круглогодичный детский центр отдыха и образования, одновременно до 500 детей. Общая площадь застройки 21 гектар. Вторая фаза – это киноцентр с тематическим парком и киностудией. Уникальное культурное пространство, основанное на киноискусстве, является расширением детской инфраструктуры, а также самостоятельным туристическим объектом. Общая площадь застройки 24 гектара.
И третья фаза – это круглогодичный универсальный спортивный комплекс, проведение тренировочных сборов для сборных команд Российской Федерации по ключевым видам спорта, футбол, легкая атлетика, игровые, водные виды спорта. Общая площадь застройки 21 гектар. Дополнительно зарезервировано около 30 гектаров для дальнейшего развития инфраструктуры. Результатом реализации проекта станет создание социально-культурной доминанты территории как основы креативной экономики региона. Общий объем инвестиций проекта 17 миллиардов 400 миллионов рублей, а срок окупаемости 8 лет. Основные фазы проекта вы видите в представленной презентации. Этот проект начинался при президенте Асане Георгиевиче Джанию, и вновь избранный президент Бадыр Зарыпович Гумба поддерживает этот проект. Проект призван стать значимым вкладом в будущее республики по отношению, формируя поколение, готовое отвечать на вызовы современности и уверенно смотреть в завтрашний день. Уважаемые друзья, хочу отметить, что представленный проект и многие другие в нашей стране возможны благодаря в первую очередь той всеобъемлющей поддержке, которую оказывает Республике Абхазия лично президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Стратегическое партнерство России и Абхазии закреплено за годы сотрудничества двумя стратегическими соглашениями и десятками профильных. Оно продолжает успешно развиваться. Также хочу благодарить за большой личный вклад в российско-абхазское содружество заместителя главы администрации президента Российской Федерации Сергея Владимировича Кириенко, нашего земляка, сухумца, который не понаслышке знает о проблемах Абхазии. Отдельная благодарность, конечно же, министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Викторовичу Лаврову. Благодарностью отмечу и то, что площадка Всемирной Ассамблеи стала сегодня доступна для предоставленной презентации проекта Международного молодежного центра и образования АМРА Республики Абхазия благодаря усилиям генерального секретаря Ассамблеи народов мира Андрея Юрьевича Белянинова. Кстати, он здесь. Мы уверены, что при такой поддержке Международный детский молодежный центр отдыха и образования АМРА станет важным звеном в развитии подрастающего поколения, заложит основы гармоничного развития будущих лидеров в наших странах и создаст условия реализации талантов и способностей. Спасибо за внимание. Константин Пиля подчеркнул, что проект АМРА – это не просто современный лагерь, а место, где будут воспитываться новые поколения, ориентированные на ценности дружбы, взаимопонимания и здорового образа жизни. Мы создаем пространство, где дети и молодежь из разных стран смогут не только отдыхать и получать образование, но и учиться жить в атмосфере взаимного уважения и единства, отмечает он. Любая экономика – это инвестиции. Да, это хорошие инвестиции, нормальные, добропорядочные инвесторы, как говорится. И если этот проект будет реализован, будет не только в Гальском районе, будет экономика расти, будут рабочие места. Наверное, рабочие места будут и в смежных районах. Это будет и Ачимчирские, и Ткварчальские районы. Все получат, конечно же, и, во-первых, и основной эффект, и мультипликативный в том числе. Конечно же, будет обрастать инфраструктура, и будет много всего еще будет простроено, помимо туристического. Еще и сфера обслуживания будет там уже параллельно налаживаться. Я думаю, этот эффект будет очень прекрасный. Дай Бог, чтобы у нас это получилось. Спасибо. Его реализацию во многом берут на себя российские партнеры, которые как бы при поддержке ассамблеи это делают. Я правильно понимаю? Совершенно верно. Начинали этот проект Ассамблея. Если я не ошибаюсь, банк ВТБ российский генеральным спонсором является этого проекта. Ну, дальше, скорее всего, будут еще привлекаться дополнительные инвесторы. Ну, уже от желания будет зависеть. Если у нас будут привлечены еще дополнительные средства, мы, конечно же, найдем их применение. Я думаю, эффект будет, конечно же, экономический рост в районе будет однозначно. Спасибо. И еще вот этот детский фактор и молодежный, он очень важен, потому что, ну, как бы мы поможем и подрастающему поколению. Да, это будет как аналог Артека, наверное. Вот что-то, как если вы помните, да, в времена Советского Союза дети, прошедшие Артек, это была и дружба, и коммуникация, и потом совместный рост. Это давало большой эффект. Надеюсь, у нас это получится. Программа Всемирной Ассамблеи включала обсуждение глобальных вызовов сохранения и развития человечества, ценностей нового мира и духовно-культурного единства. Сердечно приветствую участников и организаторов Первой Всемирной Ассамблеи «Новый мир осознанного единства».
Организация проделала впечатляющий путь. Как региональное объединение, за 8 лет она вышла на мировой уровень и сегодня выступает движущей силой гуманитарного сотрудничества. Особенно ценно проведение молодежного форума. Будущий облик мира зависит от молодого поколения, чье стремление к прогрессу и интеллектуальный потенциал служат главным двигателем социальных преобразований. А технологии откроют ему путь к прорывным решениям назревших проблем. Держитесь ЮНЕСКО и Всемирной общественной ассамблеи. Так мы сможем выстроить мир, прежде всего мир в умах людей. В каждом отрезке этой исторической вертикали развития результативность мышления этого этапа всегда была определена силой действия категорий, законов и императивов. Кроме того, в исторической эволюции человечества наибольшей выживаемостью обладали те сообщества, которые на этой научной основе и обеспечивали системную организацию функций управления, которая сегодня в современной цивилизации вслед за экологическими и другими ресурсными проблемами вместе с нравственностью стала наибольшей глобальной проблемой, которую нужно решать всем вместе. Участники Всемирной ассамблеи уверены, подобные инициативы открывают новые горизонты для глобального диалога и создают фундамент для будущего, основанного на доверии, взаимопонимании и единстве. Тея Басария, Рустам Зантария, Саид Каджая, Гал Медиа. Галмедиа – официальный информационный партнер Всемирной общественной ассамблеи. Телекомпания «Гал Медиа» стала единственным телеканалом Республики Абхазия, освещавшим работу Всемирной общественной ассамблеи в Москве 20 и 21 сентября. Более того, в ходе работы этого глобального форума «Гал Медиа» признана официальным информационным партнером Первой Всемирной общественной ассамблеи. Желаем вам вдохновляющей работы, смелых идей, настоящего диалога. Представители Абхазии принимали участие в работе второго конгресса Всемирной писательской организации Ассамблеи народов мира, проходившего в Москве. В работе конгресса приняли участие председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу, секретарь Ассоциации писателей Абхазии Владимир Дылба, советник-посланник посольства Абхазии в России Мадина Авицба, представитель Союза творческой молодежи Абхазии Осман Зыкираглы. А сейчас к новостям Галского района, которые на этой неделе были полны чрезвычайных ситуаций. В результате крупной аварии на головном сооружении магистрального водовода в ночь на 21 сентября вышли из строя трубы диаметром 500 и 700 миллиметров, в результате чего город Гал остался без централизованного водоснабжения. Подробности в репортаже наших корреспондентов. В ночь на 21 сентября на головное сооружение водовода в селе Речь Галского района сошла масса горных пород, что привело к серьезному повреждению инженерных коммуникаций. Под давлением обвала были нарушены большие участки водопровода, в результате чего возникли множественные аварии. Специалисты службы водоснабжения и водоотведения управления городского хозяйства администрации Галского района выехали к головному сооружению в селе Речь. Однако начать полноценные восстановительные работы в этот день не удалось. Сотрудники смогли лишь оценить масштаб ущерба. Сегодня с утра в 8 часов мы отправили бригаду водоканала. Они даже еле доехали до головного сооружения, потому что по дороге тоже очень большие проблемы после вчерашнего погодного условия. И мы надеемся на администрацию и на государство, что они будут нас поддерживать.
Дорога, ведущая к головному сооружению, оказалась почти полностью смыта потоками воды. Ситуацию усугубил оползень, который повредил не только дорожное покрытие, но и затронул трубы, снабжающие питьевой водой население Галского района. Их восстановление – сложный и трудоемкий процесс, требующий времени и значительных ресурсов, отмечает начальник УГХ Гия Квиквискири. Как вы видите, проблема очень серьезная, и поскорее надо решить проблему. Сейчас в данный момент из строя вышел диаметр труба 500, и скорее всего мы думаем из строя видеть еще 700, если мы поскорее не начнем ремонтные работы в головное сооружение. Там работа много у нас. Это не сегодня, не завтра, но понять надо. Сначала землю укрепить, дорогу сделать, после трубу сгладить. Это не шутка. Я 72-го здесь работаю, и такой формы вода никак не видал. Такой дождь, такой ужас. Вот на кадре видно, что творится. А вот эти гора, которые видно здесь в кадре, вот это снимать надо, а то такой дождь, если будет, обязательно эти 700-ку тоже побьет. Специалист службы водоснабжения пояснил, что сам объект с частью не пострадал от оползня. Внутри сооружения разрушений нет, однако бассейны переполнены. Вода выливается через края. Главная проблема сейчас в другом. Дорога практически разрушена, а трубы повреждены. Происходит вещь, везде вода ведет. Из горы ведет наверху. Сегодня утром, вот где мы стоим, там невозможно было стоять. Так что вода переходила. Ну вот сейчас почти здесь нормальный, отсюда нормально. Можно воды пустить, но дорога вышла, да, сами не знаем. Как вы видите, сзади меня одна из дорог, которая ведет на головное сооружение. К сожалению, ее смыло водой. Течение настолько сильное, что не только в этом месте, но еще и в других местах происходят аварийные ситуации. В одном месте даже нет трубы. Сильные ливни зачастую приводят к оползням. На данный момент проблема оползня коснулась и села Уакум Тхуарчалского района, где жители пытались своими силами расчистить дорогу, ведь протекает речка, а в некоторых местах даже образовались бассейны. Власти и коммунальные службы Галского района разрабатывают план дальнейших действий для скорейшего восстановления водоснабжения. По предварительным данным, работы могут занять продолжительное время, поскольку требуется не только ремонт труб, но и укрепление дороги, чтобы обеспечить доступ к головному сооружению. Ситуацию может усугубить и сохраняющаяся нестабильная погода. Тея Басария, Александр Хуторов, Гал Медиа. Уже через день решением комиссии администрации Галского района в Гале была объявлена чрезвычайная ситуация. Временно была приостановлена работа 2 городских школ и 3 детских садов. Для обеспечения населения водой организовали подачу питьевой воды водовозами, чтобы жители могли набрать необходимое минимум. Ингургэс предоставила населению автомашину с водой. Российская военная база совместно с управлением городского хозяйства также вели работы для подачи воды с небольшой скважины, расположенной рядом с Галской ЦРБ. В результате активной совместной работы службы водоснабжения и водоотведения УГХ и специалистов УКС республики, которая проводилась по поручению президента Абхазии Бадры Гунба, ночью 25 сентября подача воды в город Гал была восстановлена. В УГХ администрации Галского района отметили, что вода является питьевой и годна к употреблению и приготовлению пищи. Тему продолжит Рада Цулукия. В ночь с субботы на воскресенье в селе Речь Тхуарчалского района произошел сильнейший оползень. В результате происшествия была полностью смыта часть дороги, ведущая к центральному водоводу, а также повреждены трубы для подачи питьевой воды диаметром 700 и 500. Это вызвало серьезные перебои в водоснабжении в ряде населенных пунктов, включая город Гал.
Уже утром на место происшествия прибыли представители Управления городского хозяйства Галской администрации. Специалисты провели первичный осмотр повреждений. Был оперативно разработан план первоочередных действий по экстренной ликвидации последствий аварии и восстановлению подачи воды. Вернувшись из рабочей командировки 24 сентября, глава администрации Галского района Константин Пиля в первую очередь посетил аварийный участок. Он оценил масштаб разрушений и принял участие в координации дальнейших работ. Совместно с сотрудниками Управления городского хозяйства и Управления капитального строительства республики по поручению президента Абхазии Бадры Кунба в срочном порядке были проведены аварийно-восстановительные мероприятия. Да, я был в командировке 20-21 числа. В Москве проходила Ассамблея народов мира. Был презентован ряд проектов. Проект был о большом детском образовательном лагере на нашем Гальском водохранилище на 500 детей одновременно, киноцентр, киностудия, как туристический объект отдельно, плюс еще, чтобы там можно было заниматься и такими видами спорта, как футбол, волейбол, водным видом спорта. Очень большой проект, презентовали это на ассамблее, я там выступал. Вот сегодня буквально утром я вернулся на поезде и сразу приехали сюда. Здесь у нас пытаемся сегодня восстановить воду. Вы, как знаете, несколько дней после больших селей. И вот это, что прошел у нас вот такой ливень большой, сошла часть горы, выбила у нас 500-ную трубу. Сейчас пытаемся переключить на трубу 700 диаметром. Сейчас ее перевариваем, будем думать о опорах. Это будет временная мера, чтобы город и район не оставить без воды. Далее нам государство обещает помочь, что нужно ввести еще и взрывные работы надо проводить, потому что даже дорогу смыло, и мы не можем подойти к нашему головному сооружению. Сейчас у нас и УКС тут по распоряжению премьер-министра пристани, и Бадра Зуравович мне набирал, и насколько быстро мы сможем восстановить воду. Вот сегодня ребята будут работать допоздна. Я думаю, сегодня вот до ночи все-таки воду запустим. Но пока отсюда войдет вода до города, часа 4 должна пройти. И я людей прошу понять, мы делаем все возможное, чтобы вода поступила в город. Да, в районе больницы со скважины погрануправление тоже подало свою воду, там они со скважины пользуются, так, чтобы население могло помочь. Так что все другу помогают. И огромное спасибо всем. В кратчайшие сроки специалисты организовали соединение 2 водопроводных труб как временную меру. Это позволило в максимально сжатые сроки частично восстановить подачу воды. Уже утром 25 сентября в кранах жителей Гала вновь появилась питьевая вода. Особо стоит отметить, что в период отсутствия водоснабжения на помощь населению незамедлительно пришли пограничное управление ФСП России в Абхазии, сотрудники МЧС и Управления городского хозяйства, а также Ингургэс. Они организовали доставку воды и оказали необходимую поддержку жителям. Оперативность и самоотверженность сотрудников этих ведомств позволили минимизировать последствия аварии. Рада Цулукия, Борис Цацуа, Гал, Медиа. Под личным контролем главы района 26 сентября на Галском водоводе в селе Речь Тхуарчальского района произошел новый прорыв водонапорной временной трубы, восстановленной ранее для подачи воды жителям Галского района. Основная причина аварии в том, что значительный участок трубы у завала остается подвешенным в воздухе, из-за чего сильное давление воды приводит к разрыву стыковочных соединений. В ночь с 25 на 26 сентября на головном сооружении системы водоснабжения в селе Речь снова произошла авария. На этот раз прорвало трубу диаметром 700 мм в другом участке. Уже ранним утром бригада водоснабжения и водоотведения УГХ Галского района выехала на место для оценки ситуации. Однако добраться до объекта оказалось непросто. Дороги практически нет, и специалистам пришлось идти горными обходами до головного сооружения, чтобы отключить воду. По пути они заметили и свежие следы медведя. Отключить воду удалось лишь спустя несколько часов после прибытия специалистов. Из-за подвешенного состояния начинают обрываться те места водовода, где есть соединение. Вода наполняет трубу и под давлением тянет ее вниз, отмечает заместитель начальника УГХ Кахабер Малазония. Где сошла с цел, труба в длину примерно 20 метров находится в висячем положении. На основную магистраль приходится давление. Если немедленно не приступим к восстановлению
того участка сели, где труба в висячем положении, то и завтра может повториться такая же ситуация. Так что своими силами уже навряд ли осилим другие повреждения. На данный момент была перекрыта задвижка 700-я, изучили ситуацию и приступили к восстановлению трубопровода. В плотном взаимодействии работаем с УКСом Сухума, они выехали уже на место происшествия. Сегодня, если не будет никаких происшествий, то думаем, что восстановим водоснабжение по городу Гали. Нужно отметить, что ситуация на главном водоводе находится под постоянным контролем главы администрации Галского района. Сегодня ночью произошел прорыв на главной нашей водопроводной трубе диаметром 700, которую мы делали буквально позавчера. Из-за нагрузки прошел прорыв. Сейчас все службы там работают. Меня утром доложил это и премьер-министру, и президенту, и нас еще направили работника УКСа. Ну, пока наши силы справляемся. Надо будет людям потерпеть. Где-то к часам к 7, к 8 вода будет. Прошу понять население. И вот мы даже не успели известить, чтобы запастись водой. Ну, когда напор падал, наверное, люди поняли. Потом другу сказали. Я думаю, до вечера уже вода будет. Там необходимы огромные средства. Мы сейчас как-то еще раз временно попытаемся это сделать. Я думаю, сегодня будем. Еще и скважины тоже мы их прочистили, заменили некоторые реле. И скважины тоже наши будут в подмогу. Так что мы город без воды не оставим. Проведение таких ремонтных работ не всегда способно спасти ситуацию. Учитывая, что в горной местности ожидаются дожди, остается вероятность новых аварий. Тея Басари, Александр Хуторов, Гал Медиа. В пятницу вечером совместной работы специалистов УГХ, администрации Галского района и управления капитального строительства по устранению очередной аварии на головном водоводе в селе Речь окончены. Вода по аварийной схеме была подана в магистральную систему города Гал. Печальная весть. 20 сентября на 73-м году трагически оборвалась жизнь неизвестного абхазского историка, видного государственного и политического деятеля, ветерана национально-освободительного движения, кавалера ордена Ахзапша второй степени, лауреата государственной премии имени Дермита Гулия, профессора Абхазского государственного университета, заслуженного деятеля науки Республики Абхазия Станислава Лакоба. Тысячи жителей Абхазии собрались на площади перед Абхазским драмтеатром 24 сентября, чтобы проводить в последний путь Станислава Лакоба. Участие в церемонии прощания приняли руководители Абхазии во главе с президентом Бадрай Гунба. Президент выразил соболезнования семье и близким Станислава Лакоба. 8 ноября 2025 года состоятся выборы в органы местного самоуправления Республики Абхазия. В соответствии со статьей 18 закона о выборах в органы местного самоуправления выдвижение кандидатов в депутаты начинается за 40 дней до выборов и заканчивается за 20 дней до выборов с 29 сентября по 19 октября. При выдвижении кандидатов в депутаты собрания от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее 5 человек. Группа избирателей проходит регистрацию в соответствующей избирательной комиссии района, поселка, села. Для выдвижения кандидата в депутаты собрания района от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 50, но не более 70 подписей избирателей округа. А для выдвижения кандидата в члены собрания поселка, села не менее 10 подписей. Перспективы сотрудничества от экономики и торговли до молодежных инициатив. 25 сентября со ознакомительным визитом в Гал прибыла делегация из Кинешмы под руководством депутата Совета Кинешемского муниципального района Ивановской области Сергея Черемохина.
25 сентября в администрации Галского района состоялось значимое событие. С рабочим визитом в Гал прибыла делегация из города Кинешма Ивановской области Российской Федерации. Главная цель визита – обсудить перспективы установления дружеских и партнерских отношений. Гостей встречали заместители главы Галского района Джамбул Куртава и Леон Кварджи. Уже с первых минут беседы установилась атмосфера открытости и взаимного интереса. В ходе переговоров стороны обменялись приветственными словами, подчеркнули важность налаживания межмуниципального диалога и выразили уверенность в том, что сотрудничество может охватить самые разные сферы – от экономики и торговли до образования, культуры и молодежных инициатив. Мы всегда рады видеть и не только с рабочим визитом, но и приезжать к нам на отдых. Мы рады вам. Безусловно, ознакомившись, скажем так, с теми возможностями, которые мы увидим здесь, я понимаю, также вы уже с нашим районом ознакомились, да, что мы представляем. У нас в основном все-таки что? Это прежде всего леса. То есть это лесообработка, текстильный край. По территории района протекает река Волга, 74 километра на Волжский берег. Также на сегодняшний день в регионе довольно-таки серьезно занимается и аграрный сектор. То есть у нас что растет, это в основном, конечно, злаковые, это картофель, морковка, соответственно, свекла, ну, в общем-то, то, что прорастает в центральной части России, поскольку мы относимся к Центральному федеральному округу. Но, насколько я понял из ознакомления вашим районом, что у вас тоже район аграрный, что направление, прежде всего, оно идет именно в развитии аграрного сектора. То есть это новый проект, который вы запустили здесь по выращиванию голубики, насколько мне известно, да? Очень интересный проект. Да, у нас голубика, наши ребята занимаются, это более 200 гектаров. На данный момент 30 гектаров уже под сборной экологически чистые ягоды. Хотелось бы отметить вообще, что еще с советских времен у района в системе разделения труда аграрная специализация, то есть здесь были и цитрусовые хозяйства, и ореховодство развито, и плодово-ягодные культуры, и эфиромасличные. Была очень серьезная спортивная база по подготовке к олимпийским видам спорта, по байдарочным видам спорта. Она до сих пор находится в полуразрушенном состоянии, то есть это тоже может представлять определенный интерес для тех функционеров, которые именно в направлении спорта заняты. Она находится у нас ближе к Ингургесу, о чем Джамбул Сенадьевич говорил. То есть точек приложения инвестиций в районе достаточно много, по нашим меркам, естественно, по меркам Абхазии. Понятно, может, для российского бизнеса это не такие большие масштабы, но по масштабам Абхазии это достаточно серьезные проекты могут быть реализованы. Представители российской делегации отметили, что подобные контакты способствуют развитию добрососедских отношений, укрепляют гуманитарные связи и создают новые возможности для будущего сотрудничества. Обговорили направления, по которым мы можем двигаться и подходить к соглашению о братских и дружеских отношениях в области культуры, в области истории, в области экономики Галского района. Спасибо огромное за приглашение. И я считаю, что беседа была продуктивной. Будем двигаться. Особое внимание было уделено вопросам культурного обмена и совместных проектов, направленных на укрепление дружбы между жителями Гала и Кинешмы. Город Кинешма является вторым по величине городом в Ивановской области. Это крупный промышленный центр. В нем очень хорошо развиты такие отрасли промышленности, как машиностроение, химическая промышленность, текстильная, пищевая и многие другие. Город динамично развивается. И поэтому нам, как Галскому району, безусловно, интересно иметь таких сильных, развитых друзей и партнеров для того, чтобы реализовывать совместные проекты и в сфере экономики, и в сфере культуры, спорта, образования. Реалии современного мира таковы, что развиваться в одиночку невозможно. Всегда нужен более сильный, развитый партнер, с которым у вас общие ценности, общие взгляды,
общие планы, поэтому мы сегодня видим, что одним из таковых как раз является город Кинешма в Ивановской области, особенно с учетом того, что у наших друзей есть большое желание с нами дружить, с нами сотрудничать и реализовывать совместные проекты во благо народов наших районов. Поэтому сегодня мы провели обзорную встречу, обзорные переговоры, в дальнейшем обменяемся соответствующими документами и будем переходить к тому, чтобы заключать соглашение о сотрудничестве. В завершении встречи стороны выразили надежду, что сегодняшний визит станет первым шагом на пути к долгосрочному и плодотворному взаимодействию. Тея Басария, Борис Цацуа, Александр Хуторов, Гал Медиа. Президент Бадра Гунба поблагодарил жителей страны и команду Абхазии, принявших участие в республиканском экологическом субботнике 26 сентября. В преддверии Дня Победы, День Победы, который отмечает весь народ Абхазии, нам хотелось бы, чтобы мы еще раз были едины в стремлении сделать нашу страну краше, лучше. И, конечно же, такого рода мероприятия, субботник, позволит еще раз людям оказаться рядом друг с другом, совершать общие дела. Пусть это будет небольшое, грандиозное событие, но каждый из нас почувствует свою сопричастность к общему стремлению сделать нашу страну краше и лучше. 26 сентября республиканский субботник в преддверии 32-й годовщины Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии прошел и в городе Гал. Сегодня в Гале, как и во всех районах республики, прошел общереспубликанский субботник. Ранним утром сотрудники различных ведомств и подведомственных учреждений районной администрации вышли на улицы, чтобы внести свой вклад в благоустройство родного края. Субботник – это не просто уборка территорий. Это день, когда жители и организации объединяют усилия ради одной цели – сделать свой район и город чище, уютнее и красивее. В этот день каждый понимает, что общее благополучие зависит от личного участия и ответственности. Традиция субботников зародилась еще в начале 20 века как форма добровольного труда во благо общества. Со временем идея прижилась во многих странах мира. Подобные акции известны как Дни чистоты, Дни добра или волонтерские дни. Их главная цель – сплотить людей и показать, что состояние общего пространства зависит от каждого. Наш участок, как-то определенные участки разбили, и мы на своей территории, в Доме культуры, вокруг него, работники культуры, все здесь, все работают, делаем порядок, чистоту, и это очень приятно смотреть на это все, потому что к нам заезжают гости. Даже если не гости, самому выйти сюда в парк, посидеть в парке в чистоте, думаю, это очень красиво. Школьники вместе с учителями навели порядок на пришкольных территориях, убрали листья, мусор и высадили зеленые насаждения. Работники больницы благоустраивали прилегающую территорию, а представители силовых структур, прокуратуры и пожарной службы также активно участвовали в наведении порядка. Никто не остался в стороне, каждая организация внесла свой вклад. Вот мы вышли сегодня, я вышла, убрала вот здесь с окном и убираем вот здесь парк. Каждый должен соблюдать чистоту, каждый должен, если ты любишь свой город, свою страну, надо беречь любую, природу надо беречь, да, и не бросать мусор, а донести мусор до мусорного бака, чтобы была чистота, чтобы было приятно, когда ходишь по улицам, чтобы было все чисто, аккуратно, и не только тебе приятно будет, другим тоже, конечно, приятно будет. Глава галской администрации подчеркнул, что проведение субботника имеет важную цель – не только навести порядок и улучшить внешний облик района, но и сплотить людей, показать, насколько значимо совместное участие в общем деле. Кроме того, подобные мероприятия помогают формировать у подрастающего поколения чувство ответственности за свое село, город и республику в целом. Сегодня с утра у нас был организован субботник, как во всей стране. Это распоряжение премьер-министра и поручение президента и команды Абхазии. Все службы вышли сегодня на субботник.
Прокуратура работала, службы, МВД, силовики, СГБ, таможня, вся администрация, соответствующий отдел образования со всеми школами. Мы работой довольны. Ну, конечно, мы еще будем в следующий день тоже продолжать, так уже в режиме в рабочем. Ну, я посмотрел, все хорошо поработали, спасибо всем большое. Было поручение еще и главам администрации вывести активы и еще предоставить нам фотоотчеты нам на WhatsApp. Так что все работали, спасибо большое. Благодаря усилиям жителей и сотрудников организации, Галский район в этот день стал заметно чище и благоустроеннее. А сам субботник еще раз доказал, что совместная работа всегда приносит ощутимые результаты. Тея Басария, Борис Цацуа, Александр Хуторов, Гал Медиа. К 32-й годовщине Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии, 80-летию со дня рождения Владислава Ардзенба в Гале прошла военно-спортивная игра «Аяйра». Слово Ради Сулукия. С 23 по 25 сентября в городе Гал проходит районная военно-спортивная игра «Аяйра», которая объединила школьников всего Галского района. В этом масштабном мероприятии, организованном районным отделом образования, принимают участие команды всех 19 школ района, каждая из которых продемонстрировала высокий уровень подготовки, сплоченность и стремление к победе. Торжественное открытие игры на центральной площади города началось с возложения цветов у мемориала павших в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Программа игры включает в себя различные испытания, направленные на проверку физической выносливости, смекалки, умения работать в команде, а также знания в области начальной военной подготовки. Для начала хочу сказать, что у нас в республике в честь Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов по плану Министерства просвещения проводятся военно-спортивные игры «Аяйра» среди учащихся школ Республики Абхазия. Такого рода мероприятия под названием «Аяйра» проводят по всем районам нашей страны. В дальнейшем среди отличившихся учащихся составляют сборную команду района, которая представляет потом в республиканских соревнованиях. И в этом году отдел образования администрации Галского района тоже приняло решение впервые здесь у нас в Галском районе провести такого рода мероприятия, которое называется «Военно-спортивные игры Аяйра 2025» в честь победы в Отечественной войне народа Абхазии и в честь 80-летия со дня рождения первого президента, основоположника абхазского государства Владислава Григорьевича Ардзенба. В дальнейшем была составлена программа этих игр, была создана организационная комиссия при отделе образования, были избраны судьи, был назначен главный судья соревнований. В дальнейшем школы начали подготовку к этому мероприятию, и они занимались 14 дней, 2 недели, команды готовили. В дальнейшем по итогам результаты комиссия и мандатная комиссия соберутся, оценят результаты, которые показали наши учащиеся со всех школ нашего района, и таким образом будет собрана уже команда из всех школ Галского района, которая будет называться сборная команда Галского района, которые будут во время каникулов октябрьских представлять Галский район на республиканском турнире военно-спортивных игр «Аяйра» 2025 года. Пользуясь этой возможностью, поблагодарю всех директоров школ, всех учителей физкультуры, преподавателей ДПГО, которые подготовили детей, команды к этим соревнованиям. Я знаю, что эти игры уже будут каждый год на регулярной основе.
к следующему году учащиеся будут готовы более профессионально. Но и это первые игры тоже показали себя с хорошей стороны. Все дети принимают активное участие, радуются, дух праздничный, все друг к другу относятся добродушно. И, конечно же, в этом большая заслуга руководителей школ, руководства отдела образования, администрации Галского района и учителей физической культуры, преподавателей ПГО. А самое главное – это желание в этом принимать участие наших учащихся, всех детей, которые вот таким вот образом военно-спортивными играми отмечают 32-ю годовщину победы народа Абхазии в Отечественной войне 92-93 годов. Подобные мероприятия играют важную роль в воспитании молодежи. Они способствуют развитию подростков чувства ответственности, патриотизма и товарищества. По завершению игр состоится церемония награждения, на которой будут отмечены лучшие из лучших. Самые подготовленные и перспективные участники получат возможность отправиться в столицу, город Сухум, где их ждет дальнейшее участие в республиканских мероприятиях и новых спортивных испытаниях. Мы, дети Гальского района, участвуют всегда на этом мероприятии. Но в этом году, конечно, в соответствии с планом работы Министерства просвещения Республики Абхазия, мы получили приказ, положение, что у нас будет проходить в городе Сухум военно-спортивное мероприятие с 28 октября по 1 ноября 2025 года. В этом году мы приняли такое решение, так как у нас всегда участвовали городские спортсмены, провести среди 19 школ военно-спортивное мероприятие. Мы это проводим впервые за 32 года. У нас 19 школ, но есть малочисленные школы, мы их объединили, и принимает участие 16 школ. Вот из 16 школ разработали план, положение. Главный судья у нас директор школы Ахра Вячеславович Кикискери. Мы разослали письма. В комиссию входят представители с военкомата, с милиции и с МЧС. Это наши члены комиссии, которые будут в течение этих 3 дней оценивать и выбирать самых лучших спортсменов. В течение 2 недель, так как у нас не было предмета НВП, вот в этом году в 1-й, во 2-й школе у нас есть предмет, учителя тоже преподают, а пока в 17 школах нет у нас преподавателей начальной военной подготовки. Но физкультурники взяли на себя ответственность. Я очень благодарна нашим физкультурникам, потому что вчера была работа видна за 2 недели, что было проведено и какой труд был вложен за эти 2 недели. Именно труд физкультурников каждой школы. Хочу пожелать всем участникам победы. Я думаю, что самое главное – участие. Естественно, будем награждать детей и грамотами, и кубками. И самые лучшие призовые места будут уже представлять Гальский район на мероприятии, приуроченном 80-й годовщине Владислава Григорьевича Арцунда и ко Дню Победы Отечественной войны Республики Абхазия. Хочу пожелать с наступающим Днем Победы всех жителей Абхазии поздравить, мира, добра, процветания, аманшалара, наунак запсынра, наунак запсны кунхуафиларсики. Игра Аяйра – это не только соревнование, но и праздник силы, мужества и молодежного единства. Она оставит яркий след в памяти всех участников и станет еще одним шагом на пути к личным победам и новым достижениям. Рада Цулукия, Борис Цацуа, Александр Хуторов, ГАЛ Медиа. 20 сентября в Сухуми прошел международный турнир по карате памяти Виталия Вольфа, в котором принимала участие команда спортсменов из Галского района, а также гости из Башкирии.
В командном зачете наши спортсмены получили: мальчики 14-15 лет – первое место, мальчики 8-9 лет – первое место, девочки 8-9 лет – второе место. В индивидуальном зачете Дачи Кубалия 8-9 лет, спарринг и ката – первое место. Андрея Кулбая, спарринг 10-11 лет – первое место. Андрея Циргава, спарринг 10-11 лет – первое место. Нини Гугохя, спарринг 12-13 лет – первое место. Лали Шоня, спарринг 12-13 лет – первое место. Даниэль Кулбая, спарринг 12-13 лет – первое место. Лука Гвилава, спарринг 14-15 лет – первое место. Дмитрий Шаматава, спарринг 14-15 лет – первое место. К соревнованиям команду подготовили тренеры Димур Джеджия и Гоча Гугохия. В городе Сухум 20 сентября проводился открытый республиканский турнир по легкой атлетике, посвященный памяти серебряного призера по метанию копья Олимпийских игр Саиды Гунба. Первое место в беге на 100 метров и второе место на 400 метров заняла Нина Рахманова. Второе место в соревнованиях по метанию копья заняла Селена Кубахи, а третье место в беге на 200 метров заняли Алекс Бакучава и Григорий Быков. Команду к соревнованиям подготовил тренер по легкой атлетике Вячеслав Микава. 4 золота и серебро. Гальские боксеры – призеры столичного турнира по боксу, посвященного Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазия. 21 сентября в городе Сухум проводился открытый республиканский турнир по боксу, посвященный 32-й годовщине Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазия. Первые места заняли Давид Жоджуа, Станислав Гвигвескиря, Маты Аркания и Иракли Цатава. Второе место занял Саба Абрумья. Команду к соревнованиям подготовил тренер по боксу Ринас Булискирия. На этом наш выпуск завершен. Уважаемые телезрители, следите за новостями Галского района и всей республики вместе с телеканалом Галмедиа, редакция информационной программы «События недели». До новых встреч в эфире.